Здравствуйте, с вами журналист Олег Зелнин, и мы находимся вместе с группой журналистов на своеобразной экскурсии. Сегодня мы посетим места, где находятся и лечатся онкобольные. Заболеваемость злокачественным образованием в нашей республике, показатели заболеваемости, они, конечно же, существенно ниже, чем по Российской Федерации. Однако за десятилетний период идет рост. На первом месте в структуре заболеваемости стоит рак легкого, на втором рак молочной железы, на третье место вышел рак печени. На учете состоит на 1 января 2023 года более 13 тысяч пациентов с установленным диагнозом злокачественной опухоли. Из них более 6 тысяч пациентов живут 5 и более лет. Но идет прогресс. За десятилетний период мы добились существенных успехов. Показатель выявляемости на ранних стадиях увеличился больше, чем на 27%. Если раньше каждый второй пациент, впервые выявленный в текущем году, погибал в течение первого года, то сейчас этот показатель уменьшен тоже более чем на 27%. В 1989 году онкодиспансер переехал в это здание по адресу Светлого периметра 2. Это девятиэтажная малосемейка, где не было лифтов, большие помещения, коридоры менее 2 метров, что, конечно же, ухудшало условия оказания медицинской помощи. Но на тот момент, когда это было временное решение, но, к сожалению, оно продлилось до 2018 года. Здесь располагался стационар, поликлиника. В 2013 году было дополнительно выделен первый этаж рядом стоящего здания Светлого периметра 1. В 2018 наш диспансер был перемещен временно в здание Якутской городской клинической больницы, просторное акушерское отделение. И с того времени начался очень бурный рост развития нашей службы. Сейчас мы находимся в здании радиотерапевтического корпуса Феликса Пона 1/3. Это первая очередь первого пускового комплекса строительства. Здесь была проведена полная реконструкция здания. Площади помещения увеличены в 2,5 раза. Практически построены новые блоки, стационарные блоки. Раньше это здание было построено еще в далекие 70-е годы, и техническое состояние было, конечно же, плачевное. Да? Практически полностью построили корпус. Здесь находится стационарный блок. Это для пациентов, которые получают лучевую терапию в круглосуточном режиме. Также есть дневной стационар. Стационарный блок представлен 15 палатами, где в каждой палате по 2 человека находятся со своим санузлом в комфортных условиях. Оснащение проведено самым современным оборудованием. Это второй линейный ускоритель, который вам показали на сегодняшний день. Это самое последнее достижение, скажем, медицинской науки в радиотерапевтическом лечении. Также здесь находится отделение лучевой диагностики, которое оснащено в рамках национального проекта магнитно-резонансным томографом. Раньше в онкодиспансере не было такого томографа. Также установлен в рамках национального проекта компьютерный томограф, 128 срезов. Это очень мощный, высокоточный диагностический аппарат. Маммограф. В этом же отделении пока что временно развернуто патологоанатомическое отделение. Раньше тоже в онкодиспансере не было своей патологоанатомической лаборатории. На сегодняшний день все исследования мы проводим у себя самостоятельно, включая молекулярно-генетическое, важнейшее исследование для тестирования опухоли для подбора противоопухолевой лекарственной терапии и определения тактики заболевания. Развернуто 6 операционных, которые оснащены современным оборудованием для проведения хирургических вмешательств. Все операции, почти около 80% проводятся из щадящего доступа. Это с применением видеоэндоскопических технологий.
Дополнительно открыто отделение рентген-хирургических методов исследования, которые сейчас базируются здесь, в этом корпусе. Отделение предназначено для проведения высокоточных малоинвазивных манипуляций по диагностике заболеваний, то есть для подтверждения диагноза, чтобы взять анализ из опухолей, нет необходимости прибегать к открытой операции, к травматичной. Анализ берется под контролем ультразвуковых методов исследований, рентген исследований из самых труднодоступных мест человеческого организма. Берется тоненький слой ткани, и на основании него мы ставим или исключаем диагноз злокачественной опухоли. Строительство онкоцентра в Якутске началось в 2018 году по инициативе правительства Республики Саха-Якутия. Этот объект очень ждали многие поколения наших онкологов. Очень здорово, что все-таки этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. И, конечно, мы, онкологи, и наши пациенты очень рады. В 2019 году строительство онкоцентра было поддержано Советом Федерации России. И затем в ходе визита председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина было утверждено решение о дополнительном финансировании онкоцентра в городе Якутске. Из средств резервного фонда мы на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее смогли достроить, и на все остальное, я говорю о жизненно важных объектах, мы восстановим все средства. Нужно восстановить справедливость. В ходе экскурсии по онкоцентру города Якутска журналисты встретились с министром здравоохранения Якутии Еленой Афанасьевой и подрядчиком по строительству онкоцентра в городе Якутске. Объект онкологический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену со стационаром 180 коек. Здание состоит из 4 блоков и 4-этажного, общей площадью 26 тысяч квадратов. В данный момент строительная готовность составляет 83,5%. На объекте задействованы подрядная организация ООО «КИМ-95» и ООО «Гидия». Ведутся в данный момент отделочная работа. В здании предусмотрено 11 пассажирских лифтов. Срок ввода объекта планируется по госконтракту, заключенному госконтракт с 4-й квартал 2023 года. Размещена поликлиника на 210 посещений в смену, а также имеется МРТ, КТ, ангиографическое и маммографическое оборудование. На втором блоке состоят из 6 операционных и 4 ПИТ-палат. А третий и четвертый блоки – это полностью стационар на 180 коек. Здесь планируется несколько отделений, и при этом есть отделение реанимации, где будут ИВЛ пациенты. Конечно, это все будет на очень таких серьезных бесперебойных системах. Так что это все будет. Напомните, пожалуйста, во сколько обошлось, вот, в какую сумму все? Это нам скажет основной заказчик. Но по утвержденному экспертизе объект составляет 8 миллиардов 700 тысяч. Гостиничный комплекс, вот это все тоже будет в сдаче этого объекта? У нас по проекту проектно-сметной документации не предусмотрена, она отдельная. Ну, это как бы отдельная очередь. Да. Изначально вот как бы планируется, ну, как бы в проектно-экспертной документации непосредственно этот онкоклинический центр. Но а то, что касается проживания, да, это действительно очень серьезная тема, и мы понимаем, что даже проходить реабилитацию на уровне дневного стационара, это значит, пациенты должны где-то жить и приходить здесь, как бы днем получать какие-то реабилитационные мероприятия. Ну, собственно, вот это, да, это удобно, это нужно, и это как бы не этим этапом идет онкоклинический центр строительства.
У нас общая площадь вот 26 тысяч квадратов, да? У нас по Дальнему Востоку даже таких онкоцентров даже нету, наверное. В здании предусмотрена система чистых помещений. Это сразу в одном блоке имеется 6 операционных систем. Вкратце вот так. Ну, вообще, вот, у нас просто коллеги очень скромно говорят. На самом деле строители у нас сильные. И говоря о том, что даже вот построили реконструкцию радиологического корпуса, это же огромные каньоны, вы ходили туда, видели, да, линейные. Они построили кардиососудистый центр, достаточно сжатые сроки, это высокотехнологичный центр. Ну и этот центр будет у нас тоже очень достойный. Мы периодически приходим сюда и Министерством здравоохранения, и онкологическим диспансером. Тут начинаем указывать пучки, что каждый угол показывает, а это что, почему не так и так далее. Ну, как бы в содружестве работаем, и я думаю, что центр должен быть такой достойный. Такой центр, который, собственно, перед нами глава ставит задачу, чтобы он был современный и лучше на Дальнем Востоке. Но реально так и будет, потому что на сегодняшний день даже уже наши специалисты, потому что очень много, понятно, что можно построить здание, но специалисты, они тоже уже настолько уникальные, владеющие очень серьезными методиками хирургического лечения, такого высокопрецизионного лечения. И, собственно, наверное, это все в содружестве даст такой очень хороший результат. Завершение строительства онкоцентра в Якутии должно состояться в декабре 2023 года. Это будет новый центр с новым оборудованием и персоналом. И его с нетерпением ждут онкобольные не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Ну, готовность, строительная готовность довольно-таки большая, больше 80%. В настоящее время нашими сотрудниками Минздрава ведется работа по подготовке к закупу оборудования. Мы уже примерно знаем, какое медицинское оборудование планируется здесь приобретаться и которое уже закуплено. Я думаю, если все будет идти как положено, да, не будет никаких форс-мажорных ситуаций, то это будет один из самых таких ключевых центров на Дальнем Востоке. И мы сможем, да, оказывать всю медицинскую помощь по профилю онкологии нашим пациентам по всей республике. Ну, не только республика, но и Россия, Дальний Восток. Да, Дальний Восток, практически, любой пациент, который имеет полис ОМС, может, если захочет, обследоваться в наших условиях и получать лечение в наших условиях.